Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Чем удивит, чем поразит и чем шокирует вас самое ближайшее будущее. Смотреть мы с вами будем приблизительно на 15 дней. Загадайте, пожалуйста, на себя, задайте вопрос от своего имени, так и спросите, чем удивит, чем поразит и чем шокирует меня ближайшее будущее. Давайте посмотрим, что покажет, о чем расскажет нам песок. И я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Мои хорошие, отсыпочка общая, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Ну, смотрите, в самом центре нам показывает образ человека, который сейчас, в сегодняшнем времени, от вас отвернут в другую сторону. То есть этого человека вы либо не знаете, не знакомы, ну, либо вы как-то там не общаетесь, да, может быть, друг от друга далеко находитесь. Может быть, знакомство произошло, а вот общение еще не состоялось. У человека над головой огромное перо, а это верный знак султана, да, особенно если мы говорим о классическом гадании на песке. И видите, вот такое чистое большое сердце, тоже над головой. Чем удивит, чем шокирует, чем поразит вас ближайшее будущее? Интересный, успешный, может быть, даже в какой-то степени знаменитый, популярный человек начнет испытывать к вам самые яркие, самые нежные и самые невероятные чувства. То есть любовь, да, влюбится, в любви признается, начнет к вам тянуться, начнет за вами ухаживать, начнет вам предлагать всего себя и целый мир в придачу. Девушки, вы можете к этому относиться по-всякому, можете верить, можете скептически относиться, но поверьте, раз вы же зашли на эту отсыпку, с вами это точно произойдет, это точно вас ждет. Тема была заявлена удивление и шок, да, удивиться, поразиться, шокироваться. Вот, пожалуйста, проявится. Мужчина непростой, как я уже сказала, да, вот знак султана у него над головой. Очень крутой мужик, известный, мощный, популярный, власть имеет, да, в руках держит власть. Скорее всего, как правитель, да, управляет чем-то, управляет процессами, управляет большой компанией, управляет большой организацией. Да, вот такой мужчина. Его люди знают. У него авторитет просто вот такой непререкаемый. И этот человек начнет испытывать к вам самые нежные, самые добрые, самые романтичные чувства. И это будет правдой. Огромное светлое сердце говорит нам о любви. Любовь, которая проснется. Любовь, которая потянет этого мужчину на всякие героические поступки и подвиги в вашу сторону. Да, ну мужчина здесь, конечно, молодец. Кстати, еще у мужчины прямо перед глазами подкова. Я буду читать этот знак, именно ему повезет, что он в вас влюбится. Вот. Ну и любовь это, кстати, тоже принесет ему много удачи и везения. Да, перо будет становиться больше. То есть он будет расти, он будет больше прибыли получать, у него больше власти получится. То есть любовь окрыляет. И это любовь к вам. Я не могу сказать, примите вы эту любовь, откажетесь от этой любви. Вы все разные. Я не исключаю, что меня даже смотрят там замужние дамы. То есть и вас ваша личная жизнь вполне себе устраивает.
Но, тем не менее, этот человек, судя по расположению рисунка, сыграет очень важную роль в вашей жизни. Я бы даже сказала, ключевую. Да, не обязательно там женщину измором брать, да, и добиваться ее. Можно ведь и для любимой женщины подвиг совершить, что-то хорошее сделать. Понимаете, по-всякому ведь бывает. Но вижу, что любовь действительно чистая и светлая. Он вас точно не обидит и не станет причиной ваших слез, либо каких-то больших бед, неприятностей в вашей жизни. То есть эта любовь, его любовь к вам принесет вам много положительных моментов. Вот так, мои хорошие, влюбиться. Неважно, сколько вам лет, неважно, в каком статусе вы находитесь, но вот четко показали известный, популярный, сильный, крутой мужик, да, начнет испытывать к вам самые нежные чувства, самые романтичные чувства. Так, еще с левой стороны. С левой стороны большая такая скала. На нее падает звезда. Вот видите, пятиконечная звезда падает прямо на скалу. Такая острая скала. Будет большой взрыв. Будет большой кабум. Могу предположить, что именно сейчас в вашей жизни есть какая-то неразрешимая проблема, дилемма. Какая-то очень противная ситуация, с которой нет ни сил, ни возможностей бороться. Скала — это, конечно, ого-го, какие проблемы. Либо ого-го, какие неприятности, да, не буду говорить грубо, скажу так. Падает звезда, падает она с неба. У одних отыграется закон, правила, распоряжения, то, что принимается свыше, да, там на верхушке правители что-то принимают, а мы, простые смертные, да, подданные, исполняем. Но, судя по звезде, это что-то будет хорошее, хорошее для вас. Какой-то закон, какое-то правило, какое-то распоряжение, указ, который избавляет вас от вот этой скалы, да, от этого острого неприятного момента, с которым вы ничего поделать не можете. Опять же, с левой стороны, судя по всему, вы уже как ручки опустили и думаете, переживай, не переживай, да, все равно сил не хватит, да, возможности нет скалу эту убрать со своего пути. Но свыше вам кинут звездочку, и все вот изменится. Резко и очень-очень приятно. И еще такими звездами иногда показывают волю небес, когда сами небеса резко меняют вашу судьбу. Бывает ситуация, когда, например, была проблема, была дилемма, потом от нее и пустого места не остается. Да? Вот просто вот исчезает, как будто бы и не было, вот как растаяло, как мираж. Да? И такие ситуации могут быть. Но вам это будет крайне неожиданно, но крайне выгодно и крайне приятно. Так что дождитесь свою звезду. Судя по состоянию рисунка, ждать совсем недолго. Я озвучивала вам срок в 15 дней, но здесь где-то дней 5, может быть, от силы 7. Потому что рисунок идет у корня, видите, с левой стороны. Так, правая сторона. А вот с правой стороны разговорчик состоится. И не абы какой разговорчик. Здесь признание, здесь покаяние, здесь открыть и облегчить душу. Вижу, что вам расскажут о таких вещах, о которых вы, не то чтобы не знали и не догадывались, вы и подумать не могли, что так бывает. Сказать, что будут шевелиться волосы на голове, да ничего не сказать. Вас просто будет, знаете, вот озноб пробирать от той информации, которой вами поделятся, которую вам откроют. Какие-то страшные, невероятные вещи происходили вокруг вас, возможно, в недавнем вашем прошлом, либо в давнишнем вашем прошлом. А вы, как говорится, ни сном, ни духом. Вот вижу, придет к вам человечек, знакомый человечек, да, может быть, даже родной, может быть, даже родственник. И вот как начнет вам рассказывать, вы там и побледнеете, и покраснеете, и трясти вас точно будет от этой информации. Но поскольку это все уже случилось, либо это дела минувших дней, мои хорошие, но правду, истину вы точно узнаете. Вот какой бы она ни была, вы все узнаете. Что вам с этим делать? Да принять и жить дальше. Отменить прошлое вы
не сможете, да, это никому не подвластно. Что-то там переделать, обыграть. Ну нет, это уже все прошло. Для вас здесь скорее даже как такой урок, да, поучительная ситуация, что нужно доверять, но проверять. Что самые невероятные вещи, они как раз таки в жизни происходят. Да, вот то, что нормальному человеку в голову не придет, либо то, что нам показывают во всяких там фэнтези, в хоррорах, да, вполне себе может происходить где-нибудь рядом, по соседству, либо даже в собственной семье. Ну, правда откроется, все вы узнаете. Конечно, долго будете эту информацию усваивать. Разное с вами будет происходить. Ну, вот как-то так. Спросите, зачем вам это все? Ну, надо. Это необходимо для вашего дальнейшего будущего. Ну, либо человеку тоже, знаете, как нужно было облегчение получить, да, раскрыть все эти тайные секреты. Может быть, человек ни спать, ни есть не мог, все об этом думал. Плохо себя чувствовал, ну, всякое бывает. В общем, что-то вы такое узнаете, что перевернет и мир, и сознание, и даже немножко потрясет вас. Так, смотрите, какая у нас тут красивая волна. Да? Вот есть такое выражение «быть на гребне волны». Вижу вас в сопровождении кого-то, да, вы вдвоем как раз-таки на гребне этой волны. Идет такое стойкое ощущение, что вы бы сами не решились, либо вы бы сами этот шаг не сделали. Скорее вас подбивают. Да? Вот человек говорит: давай там за компанию, давай со мной, давай попробуем, доверься мне. Вот в таком ключе вы, значит, закрываете глаза, делаете этот шаг, открываете глаза, и вы на гребне волны. Вас кто-то уговорит сделать шаг к какому-то достижению, к какому-то успеху. Вы все разные, у каждого по-своему отыграется, но волна — это все-таки успех. Быть на волне, быть круче, лучше, чем другие. Ну, либо удачливее. Да. Хорошее, это неплохое. Но риск, конечно, будет у вас оправдан. Да, не зря вы этому человеку доверяете, не зря вы с этим человеком общаетесь. Да, в очередной раз этот человек докажет, что я ого-го какой крутой перец, да, либо перчинка. Вам точно понравится. Давно не было таких приятных ощущений в вашей жизни. Так, дальше. Молоток в спину бьет. Работа, рабочие вопросы, рабочие ситуации. Ну, поскольку с правой стороны еще и в спину бьет, смотрите, это может быть молоток ваш, а может быть молоток вашего близкого, родного, любимого человека. Работа, которая находит вас сама. Да, вы там сидите, только лишь думаете, как бы там отдохнуть, расслабиться, и тут стук в дверь, и вот она работа. Да? Здравствуйте. Заждались? Принимайте. Неожиданно для себя вы чем-то начнете заниматься, над чем-то работать, либо какую-то работу выполнить, либо ваш близкий человек. Да? Вот какую-то работу себе, подработку, может быть, найдет, либо вообще сменит локацию, там, специализацию, сферу деятельности. Ну, у каждого по-своему отыграется. С правой стороны, значит, пользу вам это принесет. Бояться этого не надо. Работа и по душе, и по сердцу, и денежку хорошую приносит. Ну и все у вас получается. Молоток стучит в спину. Вам, либо вашему близкому. Так, мужчина, грудь колесом, красавчик, сильный человек. Над своей и над вашей головой выставляет большой щит. А в этот щит попадают какие-то, ну, как камни, что-то грязное. Выставил щит. Защитит себя, защитит и вас. То ли он это делает с целью произвести на вас впечатление, то ли этому человеку по должности это положено, ну, то ли вот так совпало, да, он защищает себя, заодно и защитит вас. Потому что вы все разные, отыграться может по-всякому. Слушайте, как же это будет приятно, либо как же это будет вовремя. Вовремя. Вот он стоит, щит выставил, вся грязь, нечисть в щит попадает, а в него нет, и вы рядышком сидите, такая спокойная, довольная, умиротворенная. Да, мужчина защитит себя и защитит вас. Хороший знак. Бояться вам нечего.
Что вас удивит и шокирует? Ну, вот либо такое совпадение удачное, что он себя защищает, защитит и вас. Ну, или то, что этот мужчина прям выступит, скажет, что я тебя защищу, я тебя отстаю. Не бойся, у меня большой щит, сейчас всех закрою, всех спасу. Да. Хороший знак. Вы, главное, прямо спокойная, вы ему верите, вы в силу его верите, доверяете. Все, защитит, точно защитит. Дальше, мои хорошие, 2 человека. Один жадный, а другой очень агрессивный. Они то ли родственники, то ли они такие прям друзья, соратники. 2 человека, как будто бы под одной крышей они находятся. Может быть, в одном месте работают, может быть, в одном доме проживают. Да? Вы все разные. Эти люди, когда они были вместе, были такой достаточно серьезной силой, с которой приходилось считаться. Либо сила, которая, возможно, как воздействовала, да, на других людей. Смотрите, что-то они там не поделят, либо что-то между ними такое прям серьезное, прям искра вспыхнет. Очень крепко они поругаются. Там скандал, расход, развод, разбегутся так, что крыша эта рухнет. Очень большой скандал, очень большие неприятности у них с друг другом. Были друзья, либо были там родственники, станут прям врагами. Врагами, причем от начала и до конца. Во-первых, вижу, что вам это будет очень выгодно. Вы когда об этом узнаете, сразу даже не поверите, вы скажете: нет, я не верю, это невозможно. Да, потому что в ваших глазах эти люди, они прям вот так срослись. Вот. Но когда уже все раскроется, когда вы уже, может, сами своими глазами увидите, вот прям прилив радости испытаете. В прямом смысле слова. Да? Вам выгодно, да, что эти люди поругались, либо вы можете извлечь выгоду. Вообще, на самом деле, хорошее событие, сильное. Очень они там сильно разругаются и больше никогда, ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах не восстановят свое общение, свою коммуникацию, там, дружбу, либо что у них там связь была. Этого уже никогда не будет. Люди расстанутся, причем расстанутся лютыми врагами. Вот так, мои хорошие. Следите за новостями. В ближайшее время вы точно об этом узнаете. Так, чуть выше. Женщина лицом в грязь упала. А на ней, смотрите, черт прям пляшет, вытанцовывает. Так, что это значит? Это значит, что женщина опозорится, первый момент. Второй момент, потеряет свою власть, свою силу. И третий момент, раз черти пляшут, тут может быть и кто-то на нее там чего-то сделал, да, либо кто-то крепко за нее взялся. Она грешила, теперь черти на ней пляшут, да, ею управляют, рулят, по ней топчутся. Но в грязь она точно лицом и пойдет. Подняться уже не поднимется, умыться, там, очиститься тоже не получится. Знаете, еще так очень часто показывают женский алкоголизм на самом деле. Да, может быть, какая-то женщина там выпивала, но ей удавалось это скрывать. А тут возьмет да в запой уйдет. Да? Ведь женский алкоголизм, он ведь там неизлечим и прям очень такой пагубный, да. То есть все мужики еще там как-то более-менее, да и внешне как бы не так видно, да, на мужиках. А вот у женщин это уже все. Это уже все. Может, белочку поймают, может быть, там в отрезвитель ее где-то заберут. Может быть, в наркодиспансер попадет. У каждого будет по-своему. Вот падение в грязь этой женщины будет для вас самой лучшей новостью, скорее всего, даже за целый год. Вот то, что все она в грязи, то, что все про нее все узнали, опозорилась, потеряла честь и достоинство. Все. Корона слетела. Люди от нее отворачиваются, там, после нее руки вытирают, вымывают.
как бы даже и близкие отвернутся, все от нее отвернутся. Все закончилось. Да? Закончилась ее эпоха, закончилось ее там правление, власть, что там авторитет. Все закончилось. Все закончилось. А вам от ее падения, смотрите, в вашу сторону, от нее большой ключ летит. Может быть, это ключ от счастья, может быть, ключ от карьеры, от должности, от каких-то возможностей. Ключ от свободы, в конце концов. Ключ от нее летит. А может быть, она даже ваша родственница. Там собьется, а вам, допустим, ее там какое-то имущество достанется. Тоже может быть, да, нельзя это отрицать. Вы все разные, у каждого отыграется по-своему. Так, ну, в общем, упала, все отвернулись, никому уже и не нужна, да, никому нет для нее дела, а вам ключ принимай. Так, здесь к вам птица летит. Птица, которую вы ждали. Но не ждали так скоро. Какой-то очень быстрый и скорый ответ вы получите. Прям, я бы даже сказала, моментальный. И для вас это верный знак, что вы на правильном пути. Либо у вас все получится. Скорый, мгновенный ответ. Все было в вашей жизни. Но вот такой скорости получения ответов еще никогда не было. Кстати, возможно, даже не только ответ, но еще и за ним действия последуют. Как-то все очень быстро случится, да, как эта ситуация как развернется и быстро то ли решится, то ли что-то будет быстро сделано, прям моментально, я бы даже сказала. Но вам здесь очень понравится. Таких скоростных горок в вашей жизни еще никогда не было. Так, и еще. Кто-то из вас будет пытаться оседлать очень большого коня. Конь большой, конь боевой, перо в голове, а вы прям такая маленькая фигурка. Если все делать по правилам, ну, скорее всего, не получится. А вот если в чем-то схитрить, ну, либо немножечко там обойти какие-то правила, да, не обязательно хитрить, можно ведь какие-то правила проигнорировать, да, сделать, как говорят, по-своему, вот, по-своему, то я думаю, что все получится. Успешно оседлаете этого коня. Какая-то смекалка. Смекалка, мудрость, хитрость, умение подстроиться. Но это есть у вас. Это у вас есть, возможно, не так часто пользуетесь, но на кону большой куш. И придется постараться. Еще раз говорю, по правилам ничего не получается. Но если немножко от правил отступить, какую-то самодеятельность проявить, вот тогда вы этого коня точно оседлаете. Что будет шоком? Шоком будет для вас то, что правила не всегда работают. Либо не всегда там инструкции, четкие инструкции приводят к результату. Но если проявить инициативу, эрудицию, какие-то, может быть, там свои таланты, способности, вот тогда все можно сделать, все получить. Опираться нужно на себя, на свой опыт, на свои знания, на свою смекалку. И любой конь, каким бы он там ни был, большой, там, боевой, не знаю, рысак, который в гонках участвует, да, любого можно оседлать. Во-первых, вы здесь как-то по-другому откроетесь, а во-вторых, в себе что-то новое откроете, какое-то новое видение, новый подход. Но вам это точно на пользу пойдет, 100%. Так, большой месяц и рыба. Кому-то из вас приснится сон, сон вещий. Если вам приснится рыба, одни из вас получат большую-большую сумму денег, причем ничего при этом не делая. Но у других, особенно у девушек, отыграется к беременности. Да? Возможно, вы уже забеременели, об этом не знаете. А вот приснится вам рыбка, сразу все поймете. Сон, который сбудется, прям один в один. Вот как приснилось, так и сбудется. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.